Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня рады приветствовать вас на онлайн-мероприятии на встречу с молодым художником Семеном Луканси. Семен Луканси – молодой, талантливый художник, выпускник Московского государственного института имени Василия Сурикова, член Союза художников России, участник многих российских и зарубежных выставок и проектов. Семен Егорович Луканси родился 21 декабря 1990 году в селе Аннёс Амгинского улуса. В 2008 году он поступает в Якутское художественное училище имени Петра Романова, где приобретает первые профессиональные знания под руководством народного художника нашей республики Николая Иннокентьева. В 2010 году Семен Луканси получает грант президента республики за отличную учебу среди студентов высших учебных заведений нашей республики. В 2011 году он удостаивается грамоты Государственного собрания Иль-Тюмен за вклад в развитие искусства Республики Якутия. В 2013 году Семен поступает в Московский государственный академический художественный институт, где занимается под руководством заслуженного художника России Николая Горского, а затем в мастерской профессора Юрия Шишкова. Обучаясь в институте, Семен Луканси принимает участие в крупных проектах и выставках, всероссийских и московских молодежных выставках, международной художественной выставки в городе Флоренция, международном фестивале в городе Рейкьявик. Он становится дипломантом всероссийской выставки «Лондон глазами российских художников». Его персональные выставки проходили в Москве, Якутске, Ульяновске. Художник работает на пленерах в Крыму, Египте, Италии, Марокко, Турции, Израиле и в России. В 2016 году он организовывает летнюю авторскую школу живописи, которая с этого времени ежегодно проводится в городе Якутске. В 2019 году он с отличием окончил Московский государственную академию имени Василия Сурикова и поступил в мастерские академии художеств, где работает под руководством академика Алексея Ткачева. В этом году, вот буквально недавно, прошла его персональная экспозиция, которая вот открылась в Московской государственной консерватории в рамках международного конкурса молодых исполнителей имени Чайковского. Семен, еще раз здравствуйте. Давайте начнем сначала. С чего все началось? Что положило начало для вашего увлечения? Добрый вечер, дорогие земляки. Да. Надежда, я бы хотел вас исправить. Не Луканси, а Луканси фамилия, ударение на «и». Луканси. Вот, я довольно часто исправляю людей, да. Вот, какой был вопрос, Надежда? С чего вот все началось? Что положило вот начало для вашего вот увлечения? Ну, все началось, наверное, когда я еще поступил в кружок художественный в школе. Это я вообще, нужно тут отметить, я закончил Амгино-Нахаринский среднюю общеобразовательную школу село Аннёс. В 2008 году закончил школу 11 классов. И в после 9 класса, в 10 классе открылся у нас, значит, кружок изобразительного искусства Угуян, где была руководителем потрясающая Италина Ивановна Алексеева, моя первая учительница. Я всегда говорю ей слова благодарности, когда есть возможность. И вот она мне привила любовь, значит, и я начал у нее заниматься. Какие-то вот первые азы я получил у нее, понятия живописи, понятия вообще о законах
искусства и так далее. В общем, она мне привила эту любовь, и я начал как-то увлекаться. И, само собой, потом 2 года я там отучился у нее, кружок, мы ходили. А, После школы я сразу ходил к ней каждый практически день. Тут нужно понимать, что это деревня, зимой, весной, осенью все время я вот после школы, там, после 2 часов, после уроков, я все время ходил там до 7 вечера, сидел у нее в этом кружке. А кружок у нас находился, значит, в отдельном здании, это в здании музея Петра Ивановича Яковлева. А, Такое довольно-таки холодное помещение было. А, и вот мы там сидели, там общались очень много, копировали, лепили, рисовали, с натурой работали. Там висела, помню, работа Марии Магатыровой, одна единственная, которая находится у нас в музее, огромная. Вид на осенний Чагыр. Это из серии «Земля благословенная», которая посвящена Амге, когда она обрела вот свою малую родину, когда она открыла для себя. И вот она очень много там начала писать. И там висела вот одна огромная работа Марии Богатыровой. Я все время думал, ой, как здорово. А там она писала, я так понимаю, это с натуры работа, пастозными, там, если сбоку посмотреть, там вся она очень фактурная, объемная. Мне Италина Ивановна всегда говорит, вот, когда ты повзрослеешь, ну, когда ты там станешь художником, ты сходишь в Третьяковскую галерею, увидишь там Айвазовского работы, ты знаешь, типа Айвазовский писал такими крупными мазками, и ты, если ты сбоку посмотреть работу Айвазовского или там Малявина, то там объемная живопись, и это можно даже почувствовать, посмотреть сбоку. Она будет очень такая рельефная. Я такой, надо же, вообще здорово. И, в общем, как-то так она все в мелочах, все в деталях. Я начал очень сильно увлекаться живописью. И, конечно, само собой, я потом поступил в Якутское художественное училище. И вот вы Вот как-то поняли, так у да, что меня... ваше призвание – это художник. Не хотели быть ни Да, да, танкистом, да. ни космонавтом, а вот Нет, нет, после того, как я начал уже ходить в этот кружок, у меня уже не было какого желания что-то выбирать, но и родители как-то мне никогда не ограничивали в моем выборе профессии. Ну, они, конечно, предлагали что-то, там какие-то варианты. Я говорю, нет, не хочу, хочу стать только художником. а в семье рисуют? В семье нет. Отец был очень, на самом деле, талантливым человеком. Он много строил. На самом деле, много рисовал, я помню. Помню, потрясающий у нас альбом был семейный, где свадебная фотография отца с матерью. И там он сам оформлял этот альбом вручную с цветными карандашами. И в этом альбоме там ну, то есть там большие фотографии размера А4 альбом, и в каждом развороте одна фотография, и вокруг разрисовано цветными карандашами, там какими-то надписями, какими-то там сердечками, оленями. То все это очень было красочно. И я так понимаю, он очень хорошо рисовал. У него был, ну, вот, был талант, наверное, он просто не отучился на художника, поэтому, к сожалению, он не стал художником. А так, конечно, да. Ну, у нас профессиональных художников нету в семье. А что вы любили рисовать? Вот в школе. В школе? Да. Ну, И в школе сохранили я... ли ваши вот рисунки, картины? Ну, что-то сохранилось. Это, наверное, находится в Амге, в кладовке где-нибудь. Это если поискать, да, наверное, там, кстати, Надо я поискать. еще лепил очень много глиной. А я очень много лепил глиной посуды, посуды, всякие разные вазы, расписывал эти вазы. Эти сохранились вазы. Они очень, на самом деле, оригинальные.
Их очень много, и вот я когда летом ездил, мне показывали эти целую коробку этих моих ранних работ, там этих сосудов, я говорю, храните еще, никуда не выкидывайте, пожалуйста. Они сохранились. А так я рисовал все подряд, ну, можно сказать, все подряд. Я копировал очень много. Там, опять же, в этом музее у нас очень много было каких-то книг, литературы с большими красивыми репродукциями качественными. И я все время копировал эти репродукции. Я вообще начинал как бы непрофессионально, начал просто копировать то, что у нас есть, то, что есть в библиотеке у нас дома. Очень много, да и, даже я начал, когда вот начал увлекаться живописью, я вообще практически книги не читал, я просто листал эти книги, чтобы найти какие-то интересные картины. Я когда, это очень смешно, я осудил книгу по иллюстрациям. Вот как-то так было. Да, если книга очень, ну, много Яркое, иллюстраций, да? Значит, да, значит, эта книга хорошая. Да, чем меньше текста и чем больше иллюстраций, это значит замечательно. Вот так было. И, в общем, как-то интересно. А потом а потом она мне давала уже задания сложные, Айталина Ивановна, работать с натуры, там какие-то крынки, фрукты. Ну, это то в есть школе, да? это в школе. Ну да, это в школе, это в студии. Это, значит, те задания, которые необходимы были для поступления в художественное училище. Мгм. А по художественному училище, значит, я случайно увидел в газете то ли Кым, то ли Сахасире, Мгм. написали, что вот идет вступительные экзамены, уже начинаются вот следующей недели, буквально там осталось какое-то время. И я сразу вот говорю вот родителям, вот надо мне сейчас срочно ехать. А там я помню еще какие-то, то ли у нас еще не пришли результаты ЕГЭ, там, да, по-моему, какие-то были Мгм. какие-то сложности. Я говорю, ну пусть потом отправите мне нужно срочно ехать, потому что там творческие экзамены уже начинались. А я говорю, как-нибудь я договорюсь, но родители меня так отпустили. Деревенского парня в Якутск, там еще встретила моя тетя, которая там живет в Якутске. И вот мне, значит, деревенского парня вот так за ручку показывал вот это вот училище, ты садишься там на какой-то автобус, едешь с дома, вот там, ну, она очень строгая, Елита Петровна, и вот она мне вот так за ручку вот так показывала это вот, в общем, художественное училище. Вот она со всеми там меня познакомила, а потом я уже как бы начал. Вот потом я у сестры жил все время в студенчестве, в училище. Прекрасные годы студенчества в Поступили училище. легко, да? Учились тоже. Да, поступил легко, чуть ли не первым номером, хотя как бы там поступали были и абитуриенты из колледжа, ну то есть там не колледж, лицей, художественный лицей имени Кима, то есть там были довольно-таки серьезные, ну, был конкурс серьезный, вот. Так, вот у нас поступают вопросы. Мгм. Ага. Сейчас посмотрим у нас в чате. Ага. И Мария Васильева вот спрашивает, откуда псевдоним Луканси? Луканси – это фамилия моего деда. Дедушка у меня, значит, Луканси. Это он родился вообще в Китае. Он чистокровный китаец, потом в начале, получается, 20 века нулевых он переехал в Якутию Мгм. на Золотые прииски. Сначала на территории Алдана был, а потом вот где-то вот в 20-х годах начались гонения на всех эмигрантов, на золотников, которые как бы нелегально, собственно говоря, занимались с добычей золота. И многих, по рассказам, опять же, бабушки, многих, говорят, китайцев там убили, утопили. И вот дедушка каким-то чудесным образом, он по Верхней Амге спустился и остался вот в наших местах. И там они жили коммунные китайцы,
там человек 8-10, по-моему. А потом, когда уже там все успокоилось, ну, немножко политика изменилась, более лояльно стали относиться к китайцам. Они уже получили советские паспорта, и вот моего деда звали Лу Ханчжоу, и когда он получал советский паспорт, ну вот и сказали, вот, ну, как бы сокращаем, и Луканси соединили, вот. Получилось Что Луканси, эта да? фамилия, да, получилась фамилия Луканси. Это Спасибо. я сейчас как псевдоним взял. Возможно, я поменяю. Вот мне очень хочется. Так, тут Нюрген Илларионова пишет: Семен, вы пример для многих молодых людей, талантливый и целеустремленный, всегда в работе. Спасибо. Ага, Спасибо и большое, Евгения Ивановна. Анжелина пишет: очень понравилась картинка Бориса Владимировича, народного артиста. Вот Клюева, да? Спасибо. Ваша вот. Угу. Да, ага. От Светланы Поповой. Здравствуйте. У меня вопрос. В чем отличие наших якутских художников от других? Ну, в чем отличие якутских художников от других? От каких именно художников? Тут нужно от русских художников, от западноевропейских художников, восточных. Ну, тут вот сложно на самом деле. Смотря с кем мы сравниваем. Ну вот Западных. всеми западными я вот читаю, да. Ну, тут нужно, наверное, посмотреть с точки зрения якутских художников, где они учились, потому что школа очень важная, да. Оно это вообще прокладывает все творчество. Если посмотреть наших метров якутской живописи, это Афанасия Николаевича Осипова, там, Бункалова, Карамзина и так далее, они все получили образование, Михаила Лукина, они все получили образование в центральной части России, это вот в нашем Суриковском институте и институте имени Репина. Это Московская школа живописи и Питерская школа живописи. Ну, две самые как такие вот важные, фундаментальные такие академические образования. Вообще даже не только в России, но и во всем мире, потому что у нас учатся очень много художников из разных стран. И мы как бы все равно относимся, это русская школа живописи, одним словом. И все равно мы относимся к русской школе живописи, которая еще из императорского идет, да, потом. А императорская, когда вот все в XIX веке все это открывалось, создавалось, императорская академия живописи, а это идет из Запада. То есть тут как бы такой цикл, круговорот. Если мы сравниваем сейчас нынешнее положение якутских художников и вообще российских художников западных, то совершенно разные. Это разные школы, разные подходы, разные выразительные формы. То есть если в России больше это реалистическая живопись, сохранилась, да, классическая реалистическая живопись, то в Западе сейчас, к сожалению, такого нету, как бы нет уже этих школ, потому что я много ездил по разным этим академиям, я был во Флоренции, академия имени Микеланджело, где, собственно, откуда вышли известные художники там 17, 18, 19 веков, это итальянских мастеров. Сейчас этой школы нет. Знаете, чем они сейчас занимаются? У них шикарное здание в центре Флоренции. Может, кто-то был из наших слушателей. Там значит, у меня была возможность зайти, посмотреть, как занимаются студенты. И там студенты просто сидят, думают, как самовыразиться, да? То есть кто-то там лепит, кто-то там делает, рисует ногами, кто-то там танцует и снимает это на видео. Это вот такая вот сейчас современная академия художеств. Был еще, значит, Израиль, Академия художеств. Я не помню, чье имя несет эта академия, но там то же самое. Там шикарное здание в центре, там оборудование, там большие мастерские светлые.
Но там занимается чем угодно, только не живописью, нету ни постановок. Но там, кстати, есть даже модели, прекрасные модели, которые оплачиваются, которые получают зарплату. И, ну, никто, собственно, если даже делают, пишут модель, то они не рисуют это, они просто как бы пишут, рисуют или пишут ощущения от модели. То есть они могут там квадрат, там могут сделать круг, сделать какие-то надписи написать. Вот. По нашим меркам это, конечно, это условия у них просто потрясающие, шикарные. Нам только хочется, ну, остается только мечтать о таких условиях, потому что мы учились даже в этом Сурикопском институте, когда я учился, было очень мало места, очень было тесно, вот, и моделей не хватало, и им оплачивали очень мало. Был еще в Палестине тоже, в академии, но там все очень простенько, все очень бедно, очень, в общем, в Исландии я был, в Рейкьявике, тоже в институте искусств. Там тоже занимаются больше там декоративно-прикладное искусство, живопись практически нету. Там, если кто-то есть, то там здесь по фотографиям делает, то есть нет тоже работы такой, скульптуры и так далее. Поэтому тут разные подходы, друзья. Тут невозможно сравнить. Отличий очень много. Мы радикально отличаемся от западноевропейского. Потому что там школы нет уже, к сожалению. У нас сохранилась школа, поэтому все у нас учатся, приезжают со всего мира. Вот. Так, Матрена Матвеева спрашивает, проводите ли мастер-классы по живописи? Да, провожу, но сейчас, конечно, в связи с карантином я как бы таких мероприятий нет, не бывает. Летом у меня Нету, есть да, школа. онлайн-курсов? Нет, онлайн-курсов нет, я не люблю, я не сторонник онлайн всяких курсов, на самом деле. Если вот по искусству, там, по живописи я не могу так преподавать через экраны, когда я не вижу ну, как бы ни ученика, ни его работу. Но это невозможно. Просто я не хочу это некачественно. Я, конечно, могу, конечно, но это будет некачественно и не плодотворно. Чисто из-за этих соображений. А так у меня есть школа живописи, авторские курсы летние, Вот, где да. я преподаю. Да, да. И вот эти, надеюсь, в следующем году, когда все, если пройдет, вот это Как туда время, записаться? записываемся. У меня через сайт, и у меня есть сайт, и через сайт записываемся. Ага. Я обычно Ну, делаю тогда анонс могу туда в записаться. социальных сетях, да. За месяц я делаю анонс, и в течение месяца Ага. можно записаться. Формируются группы по возрасту, собственно, и как бы люди начинают ходить. Вот. А продолжительность? Продолжительность Лета, да? обычно месяц, да, полностью месяц, бывает еще больше месяца. Там, если кто-то хочет дополнительно заниматься, ходить, то более 1,5 месяца. Ну, в этом году не получилось, в прошлом году где-то было 1,5 месяца, да. И позапрошлом году тоже 1,5 месяца. Там дополнительно есть еще у меня занятия по пленеру, пленерные занятия, выездные, когда в выходные мы выезжаем на природу, на автобусах организованно и пишем, рисуем, устраиваем пикник, развлекаемся, общаемся про искусство. Это очень всегда интересно людям и всегда очень плодотворно проходит, очень дружная, хорошая, теплая компания. Спасибо. Лилия Сидорова спрашивает, какой жанр вам больше нравится? Ну, сейчас вот в последнее время я работаю в портрете очень много. В портрете работаю, очень много работал в натюрморте, в жанре, ну, вот, много пишу сюжетных композиций. Сейчас разрабатываю очень большую картину, даже вот стоит холст 2-метровый, который я никак не могу начать, потому что таким большим композициям сюжетным работать вообще над этим очень сложно. Сначала должно вариться в голове, а потом на листе бумаги, а потом из этого листа бумаги на маленький холст, на много-много-много маленьких холстов, детально прорабатывать каждый элемент, каждую деталь, по цвету менять. Это очень сложная кропотливая работа, которая очень много эмоционально отнимает
вот, сил и физически очень много тратишь, когда можешь ночами не спать и работать, да, до утра. Вот сейчас вот закончил автопортрет, который я вот буквально вчера или позавчера выложил, да, в социальных сетях. Тоже очень большое на удивление, что очень был большой отклик у людей. Я удивился, что мне очень понравилось, как люди писали, что это даже не ваш автопортрет, а что это вот нас всех автопортрет, что это каждый видит здесь самого себя, когда возвращаешься в то время, в то счастливое детство, когда промелькает перед глазами вот твоя жизнь, твое детство, твои прекрасные воспоминания, мгновения. Это очень здорово, когда есть такие комментарии, когда есть вот такая отдача от зрителя. Меня, конечно, это самое главное для меня. Вот, и я вкладываю эти мысли, когда я делаю эти работы, и когда я получаю в ответ вот, такие отзывы, мне, конечно, это очень вдохновляет и поднимает мое настроение, вот, и подталкивает еще дальшему развитию работе. Спасибо. Поэтому я хочу поблагодарить своих зрителей, что они сейчас больше и больше людей начали интересоваться, смотреть, наблюдать, как-то обмениваться мыслями. Для меня, конечно, это очень важно. Поэтому всем я благодарю всех. Так, вот, Семен, я бы сейчас хотела предоставить слово Жирковой Кыме Николаевне, заведующей художественным отделением детского школы искусств. Кыма Николаевна, пожалуйста. Включите, пожалуйста, звук. Кыма Николаевну я очень хорошо знаю. Я помню еще, когда вот в школе учился, мы ходили на пленэр с Кымой Николаевной. Они приехали в село Нес, и там было потрясающее лето. Поднимите, пожалуйста, руку, мы сейчас включим микрофон вам. Помашите нам. Александр. Ага, сейчас. Здравствуйте, Кыма Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Кыма Николаевна. Здравствуйте. Слышно, да? Да, слышно и видно. Добрый день. Большой привет из родной Амги. Здравствуйте. Нам очень по-родному близко и знакомо творчество нашего земляка Семена. В Амге в прошлом году проводилась персональная выставка Семена, где он в нашей школе преподнес в дар более 100 своих работ, набросков, этюдов, картин, которые мы используем в учебной и методической работе. После капитального ремонта в рамках национального проекта «Культура» в школе планируется открытие галереи с картинами Семена. Вот из-за проблем с ковидом планы с выставкой у нас перенесли на 2022 год. И надеемся и верим, что наше дальнейшее сотрудничество не остановится, да, Семена? Обязательно. Ага. Да. Желаем дальнейших творческих успехов и ждем Семена в родную Амгу. Спасибо большое, Кыма Николаевна, за теплые слова. Да, действительно, в прошлом году мы очень открыли хорошую, потрясающую выставку в Амге, куда посетили мои земляки, потому что эта выставка для меня была самой желанной, долгожданной, потому что я очень давно мечтал организовать большую родине у себя на малой родине. И, наконец-то, в прошлом году состоялось. И я вот, недолго думая, конечно, долго думая, собрал мои работы очень ранние, да, которые я писал в училище. А нужно тут отметить, что в училище я очень много писал работ, которые, ну, в основном эти работы хранились в Покровке. И там летний домик, прям с пола до потолка было забито моими работами, очень разными. И я собрал, летом приехал, специально все это сортировал и отобрал там 105 или 103 работы, да, и отдал в дар детской художественной школе. Как я сегодня уже отметил,
когда я учился учился вот в в сельском музее, где у нас был кружок, вот висела работа Марии Богатыровой. Это, конечно, для меня вот был шедевр такой, и один-единственный. И я все время это думал, вот надо же, как это много влияет, одна работа, одна картина на вот молодого парня, ребенка, как это много может дать одна просто работа. Я вот так подумал, что если я дам свои работы в дар детской художественной школе, школе искусства, и если будут такие же дети, как я раньше, ну, как бы, у которых есть желание увлекаться живописью, то это будет здорово, тут будет много работы, они могут увидеть, посмотреть, как это пишут, как работают художники, а немножко, может, они тоже начнут писать. Это для меня, ну, как бы, эти мысли меня очень сильно стимулировали. Я очень хотел, вот, чтобы дети видели, как работает художник, что такое живопись вообще, чтобы они с раннего детства. Да, нам очень с этим хорошо будет работать. Спасибо тебе. Да. Ага, спасибо, Камила Николаевна. И всего нес Амгино-Хринской школе, где я родился, где я тоже закончил школу. Я там тоже подарил работу, несколько работ. Висит одна большая работа. Вот, поэтому я очень всегда за такие инициативы. У меня сейчас планы есть, просили рисунки, академические рисунки, которые я делал в Суриковском институте. Возможно, у меня вот надо с директором обговорить этот момент, как-то открыть эту выставку рисунков, чтобы было студентам полезно, да, и с дальнейшим дарственным, ну, чтобы подарить фонду художественного училища. Поэтому с Кириллом Петровичем мы этот момент уже обговариваем. Тем более в этом году юбилей училища, юбилейный год родному училищу. Поэтому, может, в следующем году, после ковида, думаю, что-нибудь организуем интересно. Хорошо. Угу. Так, спасибо, Камила Николаевна. Угу. Так, перейдем к вопросам. Ага, вот Анна спрашивает, поддерживаете ли связь с творческой молодежью республики? Да, поддерживаю. С художниками, да? Да, обязательно поддерживаю, потому что, ну как, это очень важно. Ну, тем более я же всегда приезжаю, там все мои друзья, все мы общаемся, сейчас социальные сети есть, все мы в друзьях, поэтому общаемся, поддерживаю. Я всегда наблюдаю с большим интересом, какие выставки проходят, да, кто какие работы делает, и мне всегда это очень интересно, да. И там не только живописцы, дизайнеры и ювелиры, прикладники. Ну, я всегда поддерживаю, да, смотрю. И всегда пытаюсь звать их в Москву, чтобы, ну, они посетили выставки, посетили наш институт. Вот в прошлом году тоже приезжали выпускники художественного училища. Я им устраивал экскурсию. Вот, и показывал, как вот работаем мы, студенты. И позапрошлом году тоже приезжали студенты художественного училища, всегда показывал. Вот Калмана Бандарова пишет: здравствуйте, я выпускница Якутского художественного колледжа Романова. Хочу сказать, вы очень вдохновляете студентов. Спасибо большое. Марьяна Борисова спрашивает, как вы думаете, живописи нужно учиться с детства или это можно начинать с любого возраста? Вот в свою авторскую школу, как понимаете, начинающих, продолжающих? Ну, нет, но живописью можно заниматься в любом возрасте, в принципе. Нету никаких ограничений. Тут как бы зависит от цели. Если вы хотите стать таким профессиональным художником, то, конечно, тут нужно пройти, опять же, как я говорил, школу. Это обязательно какие-то курсы, да, по живописи, а потом институт, возможно. Если чисто для себя, чтобы для души, это, конечно, в любом возрасте. У меня, например, в школе ходят пенсионерного возраста, домохозяйки. Когда не рисовали, да?
Да, те, которые никогда не рисовали. Это очень здорово. Люди, которые Обнаженные. открыты новым, да, новым... Тут выходят какие-то сообщения. Новым открытиям, поэтому как бы тут нету никаких ограничений совершенно. В любом возрасте можно начинать заниматься живописью, искусством. Спасибо. Сырдан Алексеева Итар кәпсәңит туһунан истех бүтін Мгм. бағара бүтенсеп, бұ маны білін сағалық бүтініне бігей манны Ага. қырқи видео көріп бүтсеп. Мгм. Александр. Пожалуйста, Сәмен Лук. Не за что, Марьяна. Сәмен Луканси, манқағай. Кулун тутары. Тоос маңын тұллықтар күйек қаллан юрунун күруғы балы көтөллер. Тахырчы күн ухан, кихи түйхін қам тутар дириннике ғаридаққа кихи мейітер киеқ саас күкөй салқын турар кемеде. Арай далана хыллар тыгын исте бердим. Атты бұрда, тый, қаяттақ кехкеллағай. Ағам дәләнеттен үлелән келері өсседі әрді де, дейханатым. Күрджігім қораныттан бұға түйәд, дал деге астастым, көрбүдім, ағам келбідевет. Атын ыңырын бәрие тұрар, өйден көрбүдім қаңа селейтігер, көнтөс бұлақ оны туғаре обырқы түргүйдің ұстын бұлмақты тұрар әбет. Жәд, арқы қамсама, дер саңатын еттім. Мен қарақ қолғақ боламын, инчағай үтілікпін, кетен баран арқы сыбылыян дейдім, арай көрбүдім, турта соғытын тұтын ағал бүттеқпін. Лөңсөйін хотчы туртаска марынна бат, кылы беремеде оңыстың ағал бұд. Туым-ту байбыт бұдын төлі тардад, кыл оғытын қарғы ұрды, чуғахан көрбүдім, қылачы күрдік бұғылақ, үрін қарғы семелер мұс маған кулынчып таңын ебегері ұтыр ebit. Чәт, барақсан, мөқсенді көрбет, нәйлі өз қар-қарақтыра өречіп чылыңнылар. Сейчас хочу слово предоставить Татьяне Тарасовне Степановой. Пожалуйста, Татьяна Тарасовна. Мы, кстати говоря, вот сейчас демонстрировали... Да, прокомментируйте, пожалуйста. Читает, и чтобы время зря не тратить, я прокомментирую. Это, значит, мы летом снимали фильм, такой фильм, короткометражку по мотивам рассказа, моего рассказа, где я, всю спойлерить не буду, все не буду рассказывать, да, раскрывать карты, но получилось очень довольно-таки интересный материал по мотивам моего рассказа, по воспоминаниям, где я пишу портрет этого жеребенка из этого рассказа, и на фоне будет читать заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Ирина Никифорова, я землячка. Вот. И на самом деле я полностью слышал, как она читает, это потрясающе, это здорово, и я по-другому услышал, да, свой рассказ, и какие-то новые образы появились. Это, оказывается, настолько влияет, настолько меняет, когда другой человек читает, и при этом очень выразительно, с какими-то осмысленно, и при этом вкладывая свою душу и вкладывая новые мысли, поэтому это очень здорово. Я надеюсь, этот фильм выйдет сейчас, момент монтажа этого фильма. Я надеюсь, зимой выйдет. Очень жду этого материала. Получается, в этом году, да, или в следующем? Я надеюсь, что в этом году, до Нового года это выйдет, но не знаю, как режиссер, оператор, молодая девушка, она сейчас занимается этим, Я очень надеюсь, что Александра сделает. И там я, писал в онлайн-режиме, как получается, да, в течение всего съемочного времени я писал
вот картину, и в конце вот, значит, показывается крупным планом итог работы. Это такой процесс работы. Рассказ я писал во время... Это был мой первый рассказ, и это писал во время карантина. Опять же, вот вспоминая этот мой автопортрет, который я буквально недавно выложил, я все время, когда остаюсь один наедине с самим собой, у меня всегда такая некая рефлексия идет. Все время какие-то впадаю то в детство, ну, то есть мысленно, да, возвращаюсь в свой дом, впадаю в детство, те воспоминания, и это очень впитывает творчески. Это такое размышление, которое очень важно для любого творческого человека. И когда у тебя вот огромный есть большой багаж, да, этих воспоминаний, этих таких каких-то перипетий жизненных, это очень здорово. Там не только же радостные моменты, но есть и какие-то грустные моменты. Это очень здорово. Как бы творческий человек этими насыщается, своими воспоминаниями, своими эмоциями, своими впечатлениями. Вдохновляетесь, да? Да, да. И это выливается, вот, например, тот же рассказ, тот же автопортрет, какие-нибудь другие работы, эти же стихи, которые я никуда не выкладываю, но я их пишу, они у меня есть. Но я, наверное, и не покажу, возможно, никогда никому, потому что это очень такие личные, очень интимные. А вот этот рассказ я вполне как бы очень быстро закончил, быстро написал. А когда я начал писать рассказ, я обычно до 6 утра вот сидел, писал. Это очень странное состояние, оказывается, когда вот ты полностью живешь этим, и ты полностью даже не ощущаешь время, даже не ощущаешь что уже утро, что ты голодный, а ты впадаешь это какое-то состояние, и у тебя в мысли приходят в голове эти все слова, эти абзацы, предложениями приходят, ты не успеваешь печатать это все или там писать. Ну, я сначала писал на листе, потом я начал печатать, потому что перепечатывать это очень будет много времени, как бы затратно по времени. Я сразу начал печатать на компьютере, на ноутбуке. Вот. Потом перечитывал, немножко редактировал, потом я показывал друзьям, которые хорошо владеют якутским языком. Там особо они ничего не меняли, там пунктуацию меняли, подправляли, где-то там окончание. Но в целом, как бы, хорошо я владею якутским языком на самом деле. Без каких-то, без лукавства. Потому что, когда я в детстве, моя бабушка Варвара, она очень плохо, она была практически незрячая, но у нее было очень плохое зрение. И когда я каждое лето приезжал к ней, они жили сначала в село Абага, потом в село Амга, и я каждое лето к ним приезжал, или она приезжала к нам, понес. И она меня заставляла читать газеты все время. И я ей очень благодарен за то, что она меня заставляла читать много газет, много книг, много рассказов, в основном якутскую литературу. И она мне исправляла все время. Вот ты здесь неправильно читаешь, ты здесь ударение неправильно ставишь. И благодаря ей, на самом деле, я думаю, что больше, я очень много получил, привилось, это умение читать, умение немножко правильность интонации, что вчитываться в текст. Когда я на 1-2 классе, это было на 3 классе, на 4 классе. Всю начальную школу я читал ей книги и рассказы. И она причем очень была образованная, грамотная. Она знала, что в рассказах Неустроева, что зачем идет, значит, какое-то предложение. И она говорит, ты здесь халтурил, ты пропустил абзац. И настолько она все это знает, держит в голове. Я вообще удивлялся. Я думал, я так прочту, пропущу. Мне же было лень, я же ребенок, 1 класс, первоклашка. Я пропущу, значит, абзац, хитрил. Бабушка говорит, нет,
Ну-ка, возвращаемся обратно, читаем, как бы Упустили абзац, да? пропустил. Да, пропустил абзац. И она все это знала. И ей было там в то время, ну, где-то за 80 лет. Да. И вот я вообще удивлялся. И теперь сейчас я понимаю, что она как бы всю якутскую литературу раньше читала, знает. Это удивительно. Поэтому я ей очень благодарен, что она привила такую грамотную любовь к литературе. А вторая бабушка у меня, Кэһинэн. Ксения. Ага, тетя. Мин сугун колбанна Семен. Ага, Татьяна, Мин, здравствуйте еще раз. Татьяна, здравствуйте. Мен бу Сахалы Саңалак радио редакторынан элелейбин, журналистпын. Ол ен буланы бу Саха радио тигер, мин Семен туһунан кыстады бериң орбутум. Та икките точно Москвага бараджаммын кини студияттер киеммен кини устубутум. Ото билигин эме бери белемни хиджабынсы. Ол быытынан тымын кылгастык түргенни гетим хеп. Семен буллагына тым бии бары билебит художник демет кини мен Семен кистетин тоюга ден тух бери орбутум хеп. Оно истәчилер наха сакпыттара, наха бу үчү бай кепсән эвитти деннер. Ол курдук Семен булла билет таланак эргич таланак тилерин курдук. Наха чудук Сахалы Саңаран кепсир. Сакалы олус ситимнәктик усраннык кепсир. Оно те картиналарын наха чудук кини кепсир. Кас картинада барда усториялар ки олох атактапсан олорун аяққанатан олорун истәндә үккерле сахуягын. Он серге бу кидик пандемия ковид кемигер аяр ки таланы ханна да кайтар баттыр курдук. Суруяр Сахалы суруяр жогора аллы туттан мен наха соктум сохдум оннан наха сергәтим айымды. Ол хините анан аган баран инстаграмгар тахар бит эткини. Ону улан аган баран эти уступ бут запись болбута. Кеже Ирина Никифорова акпытыр лок атын тыннанан. Ол атынды кирер бена акпытынагар истер. Онун буллагына эти айынны буллагына тух. Жиңнак жиң бетин огосагын ологун кайдагыннык ымпыгашын пыгатлы өйдүүрүн онна кайдагыннык чарастык бартын ылынан этинен канынан биле туйде кай зууга кытта барты кайдар үчү байтык оюлур. Ол быытынан буллана ки кас бидди ки бетин огосагар боромна итини кытта теңге кийсен халар бит. Кыттыкта иннигете минога хаспарыне диен оны умнан кебиспиккин өйдөн келе. Оны инне буллагына наха чарас тонкай психологизм багыта бар. Ого кыро ого упсенан психологически улахан травманы көрсүбүтүн. Хуриян булла диет там бен олуккан травма булла ди. Бычка кулунчуга отун хаңа төрөбүт кулунчуга отун ийтектен баччаларга дылы тон күһүн ба кыгыры күһүн идеhe дөрүден бар болар хеп. Кас бидди сака ото көрсүбүт тон тетуга булла. Идеhe өлөрүтүгер эн тапталлар биле сайыны бу бебейдебит тохун итбит ахпут көрбүт кулунчуккун дун нерегин ду идехелен кемстаккына олор еден болар ото олона атын атманда идехере болбатаганы ванда өссөөнө мен биле аха манда ола мен биле анименен делбеге жажыбытым жер бая бага бутум онтон билемеген хаябыттар же кааны ердибиттере агам олох күстеринен эбен күүһүнен туран сөккүмөлөр Эми бар болат Сахалы. Эти кенеттен мен тостулар бутум диен. Эти улары эн аяр эйгегар билген даганы там туара солы хала бута доден эйди марам. Значит, вопрос мактау Татьяна вопроскар. Сахаве петивинда, ну человек Петр Мардуктар. Тахаве вопрос, наверное, Хахаве Петр Мардукту. Эти хабарын багыл вади бу билген индикетне питин курдук художник кахан барар туарамандык кобоктонон туарамандык эмоциянан хайыр бу вади ай кирер уруккут ологуттан эдер огаддагаттан элбах көрбүт учой такое впечатление аттан дагын элбах такой багын айарулар элбагы багын онду курдук эти түген Михаил Байвер бите кихи болгону батыр бар ону бана элбахаңа бар ну олук болбута бендик билен турарындик доктор
детская травма, психологическая травма, да, девик кадылы. И манна уже научил, детская психологическая травма, после того, как ты взрослеешь, и все время к этому возвращаешься. И мне благо, что я творческий человек, и я могу рефлексировать, я могу выплеснуть, да, а другие люди, приходится им обращаться к психологам, чтобы как-то эту травму вылечить. А я творческий человек, у меня вот это все выливается через творчество. Поэтому лечить себя, это самолечение получается, понимаете? Писание рассказа, да, написать рассказ, да. написать картину. Это очищение, во-первых, это самолечение своего внутреннего психологического состояния здоровья. Поэтому это очень важно. Поэтому очень здорово. Поэтому художники живут долго. Да, не я перевел, а Владислав. Да, Владислав Коротов перевел, журналист, очень известный. Он сам сказал, я очень хочу перевести этот рассказ, я хочу, чтобы этот рассказ читали больше людей. И давай я переведу. Я говорю, ой, с удовольствием, я буду очень благодарен, Владислав. Он перевел. И второй рассказ он перевел, «Старый амбар», чему я тоже очень благодарен. У тебя в Инстаграме есть же, да, вот этот перевод? Да, перевод есть, и в Фейсбуке тоже. Спасибо большое, Татьяна, за вопрос. Спасибо. Действительно, очень хороший вопрос. Читайте вот этот рассказ Семена. На русском языке Белуха, да? Или как называется? Белыш. 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 И «Старый амбар». Хорошо, перевод. Спасибо. Так, следующий вопрос у нас. Дорогие друзья, объявляю свободный микрофон. Кто хочет напрямую пообщаться с Семеном, можете задать вопрос. Александр, включите, пожалуйста, микрофон. Bakın, emi personelle выставка рухун баравын именно дарсын өллеринен. Onun ahili tika vit им биттана ниче байда коммуникационный директор как-то бихкапстенет. Аммага бирок кайдо. Аммага бу бар аммага Улахан выставка де. Аттым билахтан мүтлеринен дарсын өллеринен. Антон коракка буллагана постоянно часто спрашивают вопрос, когда будет выставка в городе. Чуть ли не каждый день меня спрашивают подписчики в социальных сетях. Пока не знаю, когда. Кстати, немножко расскажу пару слов о Нижнем Новгороде. Выставка очень прошла успешно. Посетили очень много людей. Мне директор каждый день писал в WhatsApp, говорит, что несмотря на пандемию, да? Человек, несмотря на пандемию, да, каждый день по сотне человек, по 80, по 90. Это на самом деле удивительно. И в течение месяца. И очень много отзывов положительных. И были искусствоведческие публикации искусствоведов, тоже отзывы, что очень здорово. Там было представлено около 80 работ. Около 80 работ. Это начиная с 2016, 17, 16 годов до сегодняшнего дня. Последнюю работу я тоже выставлял. Такая получилась небольшая, отчетная такая небольшая выставка работ, которые в течение 4 лет я делал. В том числе дипломные работы Суриковского института. Поэтому я очень благодарен, они все там оплатили, все там они организовали, встретили, потрясающе. И выставочный зал, нужно отметить, что это находится напротив Кремля, в самом центре Нижнего Новгорода. И, конечно, проходимость очень хорошая, там начинается, как у нас в Москве Старый Арбат, у них есть пешеходная тоже улица, и в самом начале пешеходного улицы напротив Кремля стоит этот выставочный комплекс, где все туристы ходят, и все жители, молодежь тусуется. Поэтому очень хорошее место. К сожалению, этот выставочный комплекс сейчас с 1 декабря будет закрыто, потому что у нас такая же политика есть.
закрывают, потом соединяют, и этот выставочный комплекс закрывают, отдают. Министерство культуры приказало отдать местному краеведческому музею или художественному музею. То есть там уже больше не будут проходить выставки. Это моя выставка последняя. И Геля Александровна Диулина, это директор выставочного комплекса, она была и рада, что закрывает свой выставочный комплекс моей выставкой. И тоже много очень таких трогательных слов мне сказала в закрытии выставки. Вот. Она работала, выставочный комплекс вообще работал с 70-х годов, по-моему, если не ошибаюсь, да. Поэтому очень даже символично получилось. Идакын да. Ага, идакын. Каттыгнанаргын хуруяргар төһө сенен сылбан барары. Хартналарбын хурсур бараха, конечно, эпитем курдук нахальбах энергийный нахальбах ресурс хайыр. Давай дакына тох жаннар тох тиханылыр. Вот оврор свас мастерскойга вино мандык ден представляйдылар. Оврор хидур мечтайдыр табактыр инде. Он был батах, конечно, он был батах. Это жаннар не ханылыр ведь оказывается. Он рекальбах тох төбө үлетте. Бастан картның оргор барта төбөгөр мандык белем картына коллектах төбөгөр бартын сахылыктакын онтон илиске төһөрөгөн онтон булганы картонго төһөрөгөн онтон кобустага төһөрөгөн табылулат рогуляне полка бранка беган онтон через үйкәреңе хатар онтон кейнан костугун унырга эрейдә улажыгын ондук бурустой болбатак омыйгын халабыра туққа пленерге бар булбакына пленерге ме биререй ардак түһәр кар түһәр тоңогон эбетер буллагын уакка халлаңы туққа күн отугар хеттереген Марокко жаммын Jordan 3 градуска düşündü сирейин бар томаян хабыда тем маян хабыта аха антам буллагына туққа ноябрьга жокусега китегенче 11 жыллака ноябрьга пленерге таккамын чуда такпылды хаспытым минус 6 градус 7 градус еді илибин тарбактарым вообще үлүе хаспыттара анан буллагына тоқ экстремальный хауас оларны если пленерге барар буллакына билигин буллагына бу Москвага минус 2 градус конечно то үшүгө условия привыкаешь но блин минус 2 градуска такар бермет ичча кимде хоспа яны Антон ортотун по-разному кайдах бар болсоп улахан үлени ковыр хылы быгыморокка бу Михаил Ефимович Николаев портретін мен бир хылы быгымордум бастан оңорбутум хагалабутум онтон токтоппутум онтон булагана хаңа материал калбите аны уларыппытым аны үстө төттү уларыппытым тойдакына внутренний бен кайдары John üçü bay diyen hep atın ki da men kavur beğen bu ispер kavur üstü tabu vada kurduk diye ne kadar. Любой ülkeğindik. Elbak portretler onluk turallar ha bu onu beğen автопортрет mi kavur bu ülkenin örbay var bu. Maygınlar üçü bay diyorlar daha şey. Антон тугара мандык is тургун тугара дугатын состояниятын берерге ол уже атын хауыз мандык тух. Атын хауыз тургун кадрерге берахан хос. Оно лагана не только внешнее сходство, да, но человек но и какую-то вот душу, которая мандык из тургавар бухтах, который совершенно на других нотах, на других уровнях влияет живописная работа на человека. Когда одно дело красиво, вот смотришь картинку на выставке, ой, красиво, красивенько, береза, пейзаж, лесок, ой, красиво. А какого-то влияния внутреннего на переживание не будет эта работа нести со собой.
Вот. И я вот очень всегда пытаюсь, чтобы каждая работа несла какие-то мысли, какие-то переживания, какие-то вот эмоциональные состояния, чтобы зритель это почувствовал, и чтобы он тоже проникся, чтобы через призму своего восприятия мира, чтобы он тоже чувствовал вот это вот состояние. Это очень важно. Вот это вот я считаю, что почему девушка с персиком серого влияет, почему Джаконда влияет до сих пор на людей, почему вот люди смотрят и чуть ли не сходят с ума, да. Это же вот как раз-таки это. И самая главная задача для художника, для настоящего художника, достичь этого уровня, когда работа влияет на любого зрителя, не оставляет никого равнодушным. Это очень важно. И это очень сложно, вот опять же, морально. Спасибо за вопрос. Угу. Еще вопросы? Семен. Угу. Николаевна? Бир үле билахтайбытын бүтүнү кумар сыстуут этеди. Ага. Ага. Дейтин көрөргөтөн ачы. Одну күлелер албахтар өнтү болу, скорее всего. Эти Марина питим курдук пленерга рахны условия гуллин, но лати кумарда гуллер, бурдахта гуллер. Кумар все ладно. Бурдах пар. Үлеле урагон тохтаганы көмөлөспөт тох. Кымар эме даганы тохтаганы көмөлөспөт. Үлегар барта масланы билим масланы урар булакны маслын катан быстыбы онда барта хыстан кабы тохтаганы көстү. Онды хайын аянды көрөйдүн курмун хайын урар бар постоянно. Онтон келин тохтен хаябытын. Катар каппатын кенне устукка хет. Ну güçlüler ondu кабы бар кымарда бурдакта. Бетин трехне бай. Бетин ачы болбуда. Ага. Вот. Дорогие друзья, к сожалению, мероприятие подходит к концу. Очень много вопросов. Мы не прощаемся. Мы говорим до новых встреч. Английская обязательно презентация вопросlar. Эйха баргытыр бархамактал келен бүкүтөр жытабы кытыгар надежда неген эфирдин буккар бархамактал. Ага. Аны күлдүк. Мактал. Английская эфирге кассак кадылы. Всем спасибо. Мактал. Всем огромная благодарность за интересную, теплую встречу. Спасибо. Всем до свидания. Спасибо.